Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что именно сейчас, в этот самый день, вы должны знать лично для себя? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что я должна знать лично для себя. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Лодка вышла, лодка! Смотрите, какой классный парусник. Да еще и в правую сторону. Ну, просто чудесно. Мои хорошие, кто готовится к поездке, к переезду, к какому-то путешествию, может быть, даже не готовитесь, да, ну, мысленно мечтаете, например, будьте поаккуратнее. Есть человек, который вас держит. Есть человек, который не отпускает. Человек как будто бы тормозит процесс. И этот человек, ваш близкий человек. Это не какой-то там чужой недоброжелатель, вражина. Это тот, кому вы верите, кому доверяете и от кого вы не ждете. Вот такое поведение близкого человека – это не желание навредить, а наоборот, желание уберечь и как бы сохранить вас для себя. Да? То есть человек боится сам, да, есть какие-то страхи внутренние, не знаю, может быть, комплексы, может быть, там начитался чего-то, либо начиталась. И теперь вот всеми силами держит, да, держит этот кораблик на веревке и не позволяет ему плыть. Вот, потому что в голове ну, просто какой-то ураган, вихрь, я не знаю, вот все крутится, вертится, человек напуган. Вы общайтесь со своими близкими, объясняйте ситуацию, объясняйте свои чувства, объясняйте свои намерения. Человечек раскроется. Вам очень важно с этим человеком договориться, заручиться поддержкой этого человека. Не тем, что человек вас удерживает всячески, там, правдами, неправдами, а именно поддержит. И тогда все будет хорошо. И поездка ваша состоится, путешествие, переезд. Все будет замечательно. Вот. У кого-то это любимый человек, который не желает вас отпускать. У кого-то это родители, да, которые переживают за вас и думают, что вы там пропадете сами. Вот. Нужно говорить об этом. Не ругаться, не, там, не знаю, становиться в позицию, руки в боки, что это вы меня останавливаете, сдерживаете. А именно говорить и объяснять. Вам нужна будет поддержка этого человека. Так получите ее словами, уговорами, разъяснениями. Получите, это очень важно. Так, еще важный момент. Кто-то у меня усиленно над чем-то работает, прям трудится, пыхтит, кряхтит. Очень немного времени, а у кого-то даже и ресурсов было потрачено. А результат ну, просто нулевой. Либо ничего не получается, либо то, что получается, ну вот прям как отчаяние идет. Да, вы смотрите на этот смехотворный результат, минимальный, хочется плакать. Мои хорошие, помните, что каждое дело должно созреть. Каждое дело. Вы все делаете хорошо, вы все делаете правильно, вы по-честному работаете. Ваш результат, он придет, обязательно придет. Причем, смотрите, как вот у кого-то отыграется. Вы надеетесь на результат, ну вы там в голове уже себе представили, что вы хотите получить на выходе, там какую сумму, либо какой фидбэк вы хотите получить. Вы получите гораздо больше. Гораздо больше. Вот, просто надо дождаться. Дождаться, пока созреет яблочко, пока, я не знаю, там колоски созреют. Надо дождаться. Не сдавайтесь, обязательно продолжайте, никого не слушайте. А главное, не слушайте своего чертенка, который вам тут нашепчивает, что брось, не надо, мы все равно останемся в пролете, не стоит этим заниматься, пожалей себя. Нет, продолжайте.
продолжайте. Вам результат обещан свыше, он будет. Будет этот результат, колоссальный результат идет. Не останавливайтесь, мои хорошие, чего бы это ни касалось. Любви, работы, бизнеса, там, не знаю, каких-то ваших увлечений, хобби, обучение, может быть, даже какое-то. Продолжайте, продолжайте, не сдавайтесь. Кстати, у кого-то экзамены идут. Тут похоже на экзамены, на какое-то испытание, тестирование, может быть. Что-то вы должны будете сдавать, либо вы уже как записались, да, вы ожидаете этого дня. Значит, мои хорошие, вы ключ. Вы ключ, который открывает все двери. То есть знания у вас есть и они глубинные. То есть вы все знаете. Ваш враг – это нервная система, которая у вас очень, знаете, на белочку похожа. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Вы научитесь себя контролировать. Если надо успокоительное, принимайте. Хотите медикаменты, хотите травушки, попейте. Берите себя в руки, научитесь это делать в критические моменты. Это очень важно. Передо мной человек, который обладает серьезными знаниями, глубинными знаниями. Человек, который на голову, а то и две выше, чем все остальные. Но вот это внутреннее перегорание, выгорание, такой сбой в нервной системе может сыграть с вами злую шутку. То есть, ну, допустим, да, пример, у вас экзамен, вы готовы полностью, вы идете, начинаете очень сильно нервничать, в момент там, экзамена понимаете, что ничего в голове нет, вы все забыли, что вспомнить не можете. Вот чтобы с вами этого не случилось, готовьтесь прямо сейчас. Готовьтесь, вам нужно выдохнуть, вам нужно расслабиться. Не все так страшно, не все так страшно. Понимаете, ну не сдадите с первого раза, пойдете на пересдачу. Ну нет же таких ситуаций, когда все отрубили, отрезали и больше никаких возможностей вам не дают. Смотрите, чем больше вы будете расслабленным человеком, максимально спокойным человеком, таким беззаботным человеком, тем лучше вы получите оценку, тем проще вам будет сдать этот экзамен, испытание, либо пройти эти тесты. То же самое касается, если у вас дети, например, поступают, там, либо будут сдавать экзамены. Не надо давить на детей и говорить, вот, там, двоечник, если ты не сдашь, все, там, конец, там, не знаю, дворником работать. Ни в коем случае этого не делайте. Поддержите своего ребенка и скажите, я знаю, что ты у меня самый умный, либо самая умная, и я верю, что у тебя все получится. А если не получится, то для меня важнее всего твое здоровье, чтобы ты был здоровым ребенком, да, здоровым человеком. Вот, давить не стоит. Не, ну если, конечно, ребенок совсем не хочет заниматься, только там компьютер, телефон, гульки, то тут, конечно, нужно какую-то мотивацию придумать. Но опять же, не запугивание, не какие-то грубые слова. Вот этого не нужно. Это нужно исключить, убрать и забыть об этом. Вот, доброта. Доброта, любовь и ласка. Это то, что помогает. Расслабить. Понимаете, человека надо расслабить. Так. Кто-то очень скучает. Вот кому-то в жизни очень скучно. Какая-то вот тоска у вас присутствует. Одиночество. И вы знаете как, вот прям вижу, да, человек мало того, что чувствует себя одиноким, так еще от других людей закрывается. Вот. Очень такая странная позиция. Вы знаете, что вас поглазили? У вас как будто бы интерес и вкус к жизни, он угасает. Вот с каждым новым днем вам меньше хочется заботиться о себе, чем-то интересоваться. Ну, такое, знаете, осталось только лишь потребление. И то я увижу, некоторые уже даже и есть не хотят особо. Ну, вот это сглаз, очень сильный сглаз. Сглазил вас человек, который с вами неподалеку вот находится. Там соседка, сосед, да, человек, который достаточно серьезной энергетикой обладает, и энергетика это очень негативная. Вот прям глаз на вас упал. С этим нужно бороться, мои хорошие, это надо снимать. И так вы, знаете, себя уже запустили, довели. А если с этим не бороться, еще хуже будет. В апатию еще можете впасть, не дай бог. Идите в храм, идите в храм.
Если не хотите, нет сил, вот вы ощущаете, вот нет сил, не могу, храм далеко находится. Здесь на Ютубе есть очень много трансляций с храмов, есть молитвы всякие. Вот просто включайте как фон, слушайте. Слушайте эти молитвы, эти песнопения, псалмы. Поверьте, начнет сходить, появятся силы, дойдете до храма, купите себе освященной водички и четверговой соли. Сделайте себе чисточку. Водичку можно пить, солюшку можно кушать, можно умываться в этой водичкой, можно душ принять, да, намазаться солью и водичкой себя полить. Надо делать что-то. Делайте себя лучше и краше. Это очень важно. Важно любоваться собой. У вас крылья вырастут. Вот как вы увидите, что вы красивая. Ну, для вас важна реакция вообще людей. Очень важно. Вы увидите сами себя красивой, и плюс комплименты пойдут. Причем от знакомых, от незнакомых вы будете ловить на себе восторженные взгляды. Это очень классное состояние именно для женщин. Ну, мужчины тоже как бы любят комплименты. Но вот женщины, они просто расцветают под комплиментами. Подарите себе праздник, подарите себе радость. Так, мои хорошие, кто-то собирается уезжать. Здесь мужчина, видите, на конячку вскочил. Вы переживаете, очень переживаете, больше, чем этот мужчина переживает. Почему-то вам кажется, что вот какая-то беда должна с мужчиной случиться. Девчонки, ничего с ним не случится. Как уехал, так и приедет. Ему обязательно нужно ехать. Как-то поменять эту ситуацию вы не в силах. Даже если вы его, я не знаю, там замуруете дома, он все равно уедет. Его судьба зовет. Туда, куда он едет, это же не просто так, понимаете, он должен туда поехать, что-то он там должен увидеть, узнать, что-то в нем там должно перещелкнуть, поменяться очень сильно. Поэтому, девчоночки, пусть едет. Знаете, что эта поездка ему пойдет на благо. Что бы с ним там ни произошло, что бы ни приключилось, как бы он там себя не чувствовал, он вернется возмужавший, посильнее, постабильней, порешительней. Знаете, будет прям стены пропивать. Да? Вот он, может, жизнь увидит настоящую, либо на глазах у него что-то произойдет. Вот. Уехал мальчик, вернулся настоящий мужик. У вас именно так идет. Отпустите. Отпустите, пусть едет. Так, и еще. Вот у кого-то отыграется, что женщина всеми силами пытается помочь какому-то мужчине. Прям все для него делаете. Опять же, вы переживаете больше, чем он. Хотя это у него проблемы, а не у вас. Моя хорошая, я не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я сейчас вам скажу. Но поверьте, в вашем случае именно так и работает. Чем больше вы помогаете этому человеку, тем больше проблема разрастается. Это не потому, что ваша помощь неэффективна. Это потому, что у мужчины его личная кармическая задача. И он должен с ней справиться сам. Вы понимаете? Вот, ну, допустим, да, есть у него одна задача. Вы начинаете помогать, решаете задачу. А высшие говорят, как так? Это же не он решил, это же женщина за него решила. Окей, давай, иди на второй круг. Вот теперь тебе две задачи. Вы опять приходите, начинаете помогать, решаете две задачи. Высшие силы говорят, нет, не порядок, он должен сам. 3 тебе задачи. Понимаете, о чем говорю? Чем больше вы ему помогаете, тем больше ему накидывают. Пока он сам совсем не разберется, его из этих проблем не выпустят. Пишите мне гневные комментарии, кидайте в меня гнилые помидоры, тухлые яйца. Я это вытерплю, но я должна вам это сказать. Я хочу вам помочь. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. И у вас, и у этого мужчины. Поверьте, он справится. Он справится, не знаю, ленится, переживает. Разные причины могут быть, почему не делает. Вот. Попробуйте воздержаться в этот раз. Воздержаться. Просто вот запретите себе ему помогать. И он сам все сделает, сам. И все эти проблемы у него уйдут. Вот, мои хорошие. Так.
важный момент с какой-то вражиной. Вот у кого-то вражина, ну, лютая, просто лютая, зверюка какая-то выходит. Женщина, ну, я не знаю, можно ли ее назвать женщиной, потому что женщина — это мать, это про любовь, это про нежность, про заботу, про доброе сердце. Но вот это существо этим всем не обладает. Не обладает. Так. Вижу, что вы очень много пострадали от этой женщины. Кто-то вот прям очень страдает. Вот, а она как издевается. Знаете, но обычно даже враг, да, там, жестокий человек, хоть какое-то сострадание имеет. Вот у нее этого сострадания нет, в помине нет. Сейчас она как будто бы на высоте. Сейчас как будто бы она одержала победу. То есть она улыбается, у нее праздник, а у вас горе, печалька и море слез. Ну что сказать, мои хорошие? Ситуация скоро совершенно диаметрально поменяется. Поменяется. Вы знаете, вот все ваши слезы, вся ваша боль отольется ей такой огромной пулей. Вот именно пулей. Прям сердце пробьет. Я так понимаю, что у нее сердечный приступ будет. Да? Может быть, какой-то инсульт. Что-то будет вот с сердцем связано. Ну, разбить сердце нет. У нее просто его нет. Ну, не ощущает она такую любовь, чтобы можно было ей разбить сердце. Но вот какая-то болячка именно с сердцем связана. Вот это да. Вот это да, это произойдет. Это все произойдет моментально. Здесь высший разум, справедливость и Божий суд вмешивается. Вмешивается для того, чтобы восстановить справедливость. И еще я такую вещь вам скажу. Вы повспоминайте свои сны, кому снились усопшие родственники недавно. Вот это ваши усопшие души за вас попросили. Вот прям попросили, слезно попросили высший суд для того, чтобы справедливое наказание обрушилось на эту женщину. Вот кому снились, неважно, как снились, важно, что человек вам снился. Может быть, даже это и не родственник, может быть, человек, которого вы знали, и теперь этого человека нет. Вот какая-то душа за вас попросила очень слезно. Вот такой справедливый суд произойдет. Произойдет он здесь, на земле. И такой злой человек будет наказан. Причем как-то мгновенно, я уже говорила. Так. Еще важный момент с работой связан. С работой, с делами, с деньгами. По поводу денег. Вот у кого-то будет сумма на руках, большая сумма на руках. И у вас будет вопрос, что с этой суммой делать, как правильно поступить. Значит, никуда не вкладывайтесь. Никуда. Пусть эти деньги будут у вас дома. Дома, в укромном месте. Вкладываться не стоит, ни во что не вкладывайтесь. Ну, разве что вы сами на себя работаете, ну, там, если есть, скажем так, возможность закупить какие-то материалы, да, вот это можете вложиться. Ну и то, я так понимаю, что сумма будет гораздо больше, чем те материалы, которые вам нужны. У вас будет очень много соблазнов, очень много предложений, куда бы вложиться. Вот. Лучше пусть будет при вас эта сумма, при вас, это очень важно. Какая-то нестабильность идет. А может быть, и не потеряете, но, ну, допустим, да, вы положили деньги в банк. Что-то происходит с курсом, что-то происходит с ценами, там, с валютами. Вы хотите снять, поменять, а вам раз и не дают. Либо вам предлагают менять по какому-то, ну, просто невероятно низкому курсу. Вы, конечно же, переживаете, у вас нервотрепка, вы в шоке, ну, понимаете, что вы теряете. Вот на ровном месте просто теряете. Вот. И если вы в кого-то во что-то будете вкладываться, ну, там, понимаете, человек может себя повести не лучшим образом, либо с человеком может что-то произойти, да, какой-то случай там не очень приятный. Могут быть всякие, там, я не знаю, блоки, ограничения. Вот неожиданно, вроде все хорошо было, раз туда-сюда какой-то закон ввели, все заблочили, все ограничили, и это дело прогорает. Вот, чтобы этого не произошло. До конца года вы можете вкладываться только лишь в себя. Да? Сделать себе что-то приятное, купить себе что-то приятное, там, не знаю,
какие-то улучшения в себе сделать, обучение для себя провести. Вот это да, вот сюда вкладываться можно. Во все остальное лучше не стоит. Так, что касается работы. Идет хорошее время подобрать именно то, чем вы хотите заниматься. Я вижу здесь пару людей, которые поймут, чем они хотят заниматься. Сразу хочу предупредить, вас не поймут. Вот, ну, допустим, да, вы придумали себе профессию, вот выбрали какая-то необычная профессия, вы близким говорите, вот я хочу заниматься этим, я вот прям чувствую, что это мое, а вам вот говорят, ты что, дурочка? Ну, кто этим занимается, кому это надо, там, не стоит тратить на это свое время. Вот, никого не слушайте. Вот то, что подсказывает ваша интуиция, тем, вернее, и занимайтесь. Поверьте, вы будете очень успешным человеком. И те, кто над вами сейчас там смеются и крутят у виска, не первые прибегут и будут вас расхваливать и говорить, мы в тебя верили, мы знали, да ты звездочка, да ты солнышко, ты наша. Ты же наша гордость. Вот так и будут кричать наперебой. Вот. Так что верьте своей интуиции. Вот что придумаете, к чему потянет, тем и занимайтесь. Но я так понимаю, что вам придется учиться. И тут даже не деньги, да, потраченные на обучение, а больше как время, которое вы должны будете вложить в себя. Так, для тех, кто у меня привык работать, либо желает работать на кого-то, на предприятие, на хозяина, на собственника, огромный выбор идет. Просто выбор, я уже, кстати, не первый раз вижу, выбор профессий, выбор должностей, выбор компаний, да, где вы сможете пойти свободненько устроиться и поработать. Я вот, кстати, мне очень интересно, я понимаю, что вы все разные, вы с разных городов, стран, континентов. Не могу понять, что происходит. Почему такой большой выбор идет вот для тех, кто именно работает. Выбор вакансий, что с людьми происходит, куда они деваются, почему столько много свободных мест. Либо какой-то идет бум в экономике, да, все открывается, развивается, там дополнительные штаты набираются, либо что-то другое происходит. Вот мне лично непонятно. Надо будет себе отдельно посмотреть. Прям такой у меня вопрос. Вот именно на песке я это вижу, и на воске я еще это много раз видела. По крайней мере, до конца года эта ситуация у вас будет. Выбор, обширный выбор. Ну, мои хорошие, не теряйтесь, находите себе место потеплее, посытнее, и чтобы в удовольствие, да, работать. Ну, по крайней мере, шанс, возможность у вас будет. Так, мне еще очень нравится, что вас по большей части будут окружать хорошие люди. Сейчас люди вас окружают либо не очень, может быть, настроение такое, состояние такое, может быть, вы в месте таком находитесь, где люди не очень, такие вот закрытые, холодные, каждый при своем интересе. А вот чуть подальше у вас, смотрите, как ну, вливание идет, вливание. Вот вы как маленький ручеек вливаетесь в какую-то очень теплую, светлую речечку, да, то есть много людей хороших с вами на одной волне, такие вот прям дружелюбные, открытые и приятные. Вот это у вас идет. Вы найдете свой коллектив, вы найдете своих людей, свой круг общения. Либо вы поселитесь среди людей, которые очень добрые, позитивные и энергетически очень приятные. Вот. Все будет хорошо, мои милые. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.